Одним из современных элементов популяризации терроризма и экстремизма – интернет. Для достижения своих целей преступники широко используют социальные сети. В экстремистской среде становится все более популярным создание различных роликов, размещение пропагандирующих материалов. Молодые люди, переходя на такие запрещенные сайты, зачастую даже не осознают, насколько серьезны последствия. В российском законодательстве понятие экстремизма раскрыто в статье 1 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, согласно которого под экстремистской деятельностью понимается ряд противоправных действий, в которых, среди прочего, относятся насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение ее части, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признакам его социальной, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Экстремизм является широким понятием, включающим в себя терроризм, и чаще всего не ставит перед собой конкретной цели. Терроризм же, наоборот, целенаправленное действие. В обоих случаях итог один – покалеченные судьбы людей. Даже на первый взгляд безобидные лайки и комментарии в социальных сетях иногда за собой несут юридическую ответственность. В свою очередь, определение терроризма дается в статье 1 Федерального закона о противодействии терроризму, в котором терроризм определяется как идеология, насилие и практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами публичной власти, федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий. Из этого можно сделать вывод, что терроризмом является крайняя форма развития экстремизма. Борьба с экстремизмом и терроризмом требует объединения усилий не только государства, но и всего общества. В 2004 году был подписан указ президента страны Владимира Путина о неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом. Указ предусматривал создание новой системы взаимодействия сил и средств, участвующих в урегулировании ситуации на территории Северокавказского региона, благодаря чему удалось пресечь экстремистские и террористические действия. Противостоять этим преступлениям намного сложнее, чем, например, кражам или даже убийствам, так как изначально умысел экстремизма и терроризма кроется в идее причинения вреда как можно большему количеству людей и всему обществу в целом. На сегодня расследование преступлений террористической и экстремистской направленности является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Республики Ингушетия. За последнее время прокуратурой и правоохранительными органами региона в управление Роскомнадзора направлена информация о 644 материалах, признанных экстремистскими. Также направлено более 200 судебных решений и 10 заключений, по результатам которых приняты меры к ограничению доступа к запрещенной информации. Работа по предотвращению экстремистских и террористических действий в Ингушетии продолжается по сей день. В сфере противодействия экстремизму нами выявлено более 400 нарушений требований федерального законодательства, внесено 115 представлений, объявлено 2 предостережения недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в суды направлено 22 исковых заявления. К административной ответственности привлечено 7 лиц, в их числе за правонарушения, связанные с возбуждением вражды и ненависти, призывами к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Указанные действия правонарушителей совершались с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Экстремистские действия чаще бывают связаны с политикой. Так, например, недавно прокуратурой региона было передано дело гражданина, который разместил в социальных сетях пост с призывом содействия отделению региона от страны, вследствие чего был найден и привлечен к административной ответственности по статье. В случае, если будет установлено совершение новых правонарушений данным лицом, то он уже будет нести уголовную ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 280.1 за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации лицом, ранее подвергнутым административной ответственности за такие деяния. В Ингушетии по сравнению с прошлым годом снизилась статистика таких преступлений. В борьбе с запрещенной деятельностью задействованы и органы исполнительной власти. В школах, СУЗах и вузах проводятся профилактические мероприятия. Объясняют, что экстремизм и терроризм – это зло против человечества. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Новости 24.